Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Каба. В эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии». Мы рассказываем о важных событиях внешней политики Абхазии, самых главных новостях мировой политики, анализируем происходящее, приводим мнения экспертов по тем или иным вопросам. Итак, начнем. 10 сентября в Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе США, известной также как Хельсинская комиссия, состоялись слушания по Грузии. Докладчики и конгрессмены резко раскритиковали внешнюю и внутреннюю политику грузинской мечты. От партнера к проблеме антиамериканский разворот Грузии. На заседании под таким названием конгрессмены, как сообщается, заслушали пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили, бывшего министра обороны Тину Хидашели, старшего научного сотрудника Hudson Institute Люка Коффи. На слушаниях говорили о необходимости принятия Мегабори-акт о сближении грузинской мечты с Россией, Ираном и Китаем и отмечали, что это противоречит политике президента Дональда Трампа. Давайте-ка напомним о том, что такое Мегабори-акт. С английского это переводится как «Закон о мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости». Аббревиатура Мегабори соответствует грузинскому слову «друг», закон о друзьях, так сказать. В законопроекте говорится, что США должны продолжить поддерживать грузинский народ, приступить к работе над либерализацией визового режима и введением льготного торгового режима для Грузии, при этом ввести санкции против ответственных за принятие закона об иноагентах грузинских политиков и членов их семей. Аналогичный законопроект с двухпартийной поддержкой был внесен и в Сенат США. Он должен был предусматривать как санкции в отношении представителей власти, ответственных за откат от так называемой демократии, сближение с Китаем, Россией и Ираном, так и углубленное сотрудничество с США в случае корректировки внешнеполитического курса Грузии. Как известно, Сенат США акт этот не одобрил, что поприветствовали в правящей партии Грузии, и Кабахидзе назвал его вовсе не дружеским, а, цитата, враждебным актом в отношении грузинского народа. Тем не менее, грузинские оппозиционеры, которые ратуют за максимальное сближение с Западом, все еще уверены, что вопрос о законе не снят окончательно с повестки дня. Зурабишвили, выступая на встрече, сказала: «Я хочу говорить об отношениях между Грузией и Соединенными Штатами». Сегодня впервые за более чем 30 лет правящий режим Грузии отвернулся от этого партнерства и постепенно все больше сблизил страну с противниками Соединенных Штатов, заявила она. По ее словам, партия «Грузинская мечта» становится все более антизападной и пророссийской, а ее публичные позиции приобретают антиамериканский тон. Бывший министр обороны подчеркнула, что национальный интерес Грузии – стратегическое партнерство с США, включая участие Грузии в международных миссиях и в Ираке, и в Афганистане. Однако, по словам бывшего министра обороны Хидашели, власти отказались от этого пути и сблизились с, цитата, авторитарными режимами, которые одновременно являются соперниками США, чем ослабевают суверенитет Грузии, по ее мнению. Старший научный сотрудник Хадсоновского института Люк Коффи, который много лет занимается вопросами, связанными с Грузией, в своем выступлении в основном касался внешней политики. Он заявил, что заявления лидеров грузинской мечты о том, что они сторонники Дональда Трампа, являются ложными. Все как раз наоборот, заявил он, подчеркнув, что сближение с Ираном, привлечение Коммунистической партии Китая к критически важным инфраструктурным проектам и предоставление России возможности обходить санкции подрывают способность президента Трампа достичь мира в Украине, что является главным приоритетом внешней политики нынешнего Белого дома. Он также отметил, что грузинская мечта лжет, утверждая, будто западные должностные лица требуют от Грузии открыть второй фронт против России и говорят о некой глобальной партии войны. Это вздор, и важно не отвечать на это. Я ни от кого в Вашингтоне не слышал, что Грузия должна открыть второй фронт против России, сказал он. Что касается отношений с Пекином, Люк Коффи заявил: естественно, что Грузия хотела бы наладить теплые отношения с Пекином, однако вызывает тревогу тот энтузиазм, который проявляют чиновники грузинской мечты при установлении более тесных связей с Китаем, отметил он. Между тем, в Грузии приближается очередное турбулентное время, традиционно связанное с выборами. 4 октября в стране пройдут местные выборы. Они состоятся во всех 64 муниципалитетах. По факту эта кампания станет
общенациональной. Граждане Грузии выберут 64 мэра, включая столичный мегаполис Тбилиси, и 2058 депутатов местных законодательных собраний. Политолог Сергей Маркедонов в своем телеграм-канале «Донской казак» обращает внимание на то, что Грузия на пороге нового протестного сезона. В постсоветской грузинской политике трудно вспомнить избирательную кампанию любого уровня, которая не сопровождалась бы массовыми уличными протестами. 2 года назад в Грузии отмечали 20-летие революции РОЗ. Но это успешный кейс. А сколько неудачных попыток повторения истории 2003 года за эти 2 с небольшим десятилетия предпринимались, отмечает он. Первые пробы пера в новом сезоне революции уже сделаны. 9 сентября противники грузинской мечты собрались у предвыборного штаба мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Он планирует переизбираться на очередной новый срок. Через 4 дня прошла анонсированная ранее уличная акция, но по самым оптимистичным для оппозиции подсчетам она собрала порядка 3000 человек. После месяца массированной подготовки не самый впечатляющий итог. Впрочем, виновный был найден. Дождь, иронизирует политолог. Ну а если оставить иронию в стороне, политолог делает вывод о том, что единственное, что можно делать в этой ситуации, это выжидать и наблюдать, сможет ли грузинская мечта в очередной раз удержать лидирующие позиции, несмотря на серьезный настрой оппозиции и поддерживающих ее западных сил. Тему мы обсудили с политологом Бесланом Хагба. Предлагаем вам к вниманию интервью с ним. Приветствуем вас, Беслан Алексеевич. Здравствуйте. Сегодня мы хотели бы поговорить о наших ближайших соседях, о Грузии, о том, что там происходит. Любопытное было такое событие. Хельсинская комиссия обсуждала так называемый антиамериканский поворот Грузии. Там присутствовала бывший Зурабишвили, небезызвестная, бывший министр обороны. Все они говорили о том, вот как плохо, как правящая партия «Грузинская мечта» стала грузинским кошмаром. Они отвернулись от Запада, в частности от США. Как вам, вот самый главный вопрос, это вот их позиция, которую они очень активно продвигают, имеются в виду оппозиционеры, да, грузинские. Но как вам кажется, действительно ли это так? Вы знаете, оппозиция всегда выступала ярко выражена, такую прозападную позицию она занимала. Особенно вот когда были выборы президентские, помните, скандалы, связанные с Зурабишвили и так далее, и так далее. После начала вообще специальной военной операции резко ухудшается отношение с нынешней правящей властью грузинская мечта и вообще-то с западными странами. Ведь что они требовали? Они требовали, чтобы они включились вот так называемый во второй фронт, чтобы они открыто поддержали Украину, более агрессивно себя повела по отношению к России. Но этого не случилось, надо признать. Понимаете, вот такую трезвую политическое руководство Грузии заняло, это надо признать. Ну, а вот о тех событиях, которые вы говорите, да, это постоянно, между прочим, и все лидеры, даже западных стран, международные организации, они выступают, чтобы Грузия придерживалась тех принципов, с которыми вот она всегда выступала по отношению к этим странам, чтобы она поддержала, вернее, сняла санкции по отношению к неправительственным организациям, к некоторым другим организациям и так далее, и так далее. Это может привести, как они объясняют, если этого не случится, они могут даже, понимаете, снять безвизовый режим, так называемый, это активно, который сейчас обсуждается. Это первое. Второе, вот буквально через месяц примерно в Грузии состоятся муниципальные выборы, местные выборы. Это очень важным считается перед парламентскими выборами. Там идет борьба между политическими партиями. Вот правящая власть активно выступает. Она говорит, между прочим, я хочу отметить, что это не значит, что вот открыто она выступает про российскую такую позицию грузинская мечта. Недавно премьер-министр Грузии заявил, что мы привержены Европейскому Союзу. Я вам напомню, что в Конституции Грузии есть статья о вступлении в Европейский Союз и НАТО. И причем еще раз было подчеркнуто, что Грузия выступает за вступление в эти структуры. Но Хельсинская так называемая комиссия, да, вот, которая она... Вот там выступают бывшие оппозиционеры, бывшие министры Зурабишвили, они открыто, очень агрессивно подчеркивают, что нынешняя власть, грузинская мечта, они заняли открыто позицию пророссийскую. И потому вот перед выборами вот такая напряженная ситуация сложилась. Вы знаете, вот про Грузию последние годы много говорят.
поменяется ли вообще вот направленность, ориентация. Я этому не верю, честно говоря, потому что много чего было сделано. Недавно, вот буквально неделю назад, был проведен опрос. В грузинском обществе около 70%, там разные называют, 50, 60, но последние данные, 70% все-таки поддерживают вступление в Европейский Союз и в НАТО. Это говорит о том, что если какая-то напряженность сложилась между Грузией, я имею в виду грузинская мечта, и западными странами, это связано прежде всего вот, неподдержкой Грузии вот, специальной военной операцией. Вот отсюда, вот знаете, вот такое неприязное отношение к правящей власти, отсюда такие вот выступления бывших оппозиционеров, политиков. И потому мы должны быть вообще трезво относиться ко всем этим событиям, понимаете? Я не думаю, что какие-то кардинальные изменения произойдут в политике Грузии и по отношению к западным странам, по отношению к Грузии, к Российской Федерации, потому что они говорят, что мы выступаем за нормальные отношения с западными странами, но они должны учитывать национальные интересы Грузии. Вот такая вот политика жесткая, которую они занимают, которая не нравится западным лидерам. Вы уже коснулись этой темы. 4 октября в Грузии будут местные выборы, они довольно обширные будут, охватят всю фактически страну, и многие предрекают, как это часто свойственно выборам там, такую турбулентность, что люди могут выйти на улицы, начнутся опять протесты. Как вам кажется, как это все произойдет? И главный вопрос, как вам кажется, грузинской мечте смогут оппонировать оппозиционеры? Есть вообще вероятность, что они придут вот к власти хотя бы на местах? Вы знаете, я допускаю, что на некоторых выборах местных может оппозиционная власть прийти к власти, но подавляющее большинство, прогнозы так вот, предсказывают прогнозисты, да, аналитики говорят, что все-таки грузинская мечта победит на муниципальных выборах. Они пользуются большей поддержкой, им нравится такая политика, неявно открытая по отношению к Западу, такая осторожная политика, которая ведет и по отношению к специальной военной операции, по отношению к России. Это привело к тому, что нормальные отношения, если так можно выразиться, да, сложились между Россией и Грузией, несмотря на то, что до сих пор Грузия называет страной, оккупировавшей ее территорию, как они говорят, это Россию. Да? Поэтому такая политика очень взвешенная, которая нравится подавляющему числу вот, жителей Грузии. Но это не говорит о том, что, понимаете, в грузинском обществе все спокойнее, эти выборы могут снять напряженность. Всегда в Грузии, когда проходили выборы муниципальные, выборы парламента, когда президентские, это всегда происходило с событиями очень такими, вы знаете, агрессивным отношением политических сил по отношению друг к другу. Вообще на Кавказе всегда, к сожалению, это имеет место. Это, может быть, говорит о нашей политической культуре, что всегда в выборе это очень сложное испытание. Это касается и Грузии. Но если вдруг грузинская мечта удержит власть на местных выборах, вот после проведения этих выборов, это главный этап, вот, перед выбором в парламент, это говорит о том, что все-таки политика, которая ведет, она получит поддержку, и наверняка вот такая направленность будет иметь место. Но я хочу подчеркнуть, что, понимаете, многие говорят, что вот слышишь, да, вот в средствах массовой информации, вот в каналах различных обозреватели говорят, что вот Грузия повернулась вот к России, они хотят наладить хорошие отношения. Вполне допускаю. Экономические хорошие отношения – это в интересах Грузии. Но что касается всего остального, я вам напомню, что статья в Конституции Грузии до сих пор, которая действует, что Грузия будет принимать все силы, вот всю направленность свою, чтобы войти в Европейский Союз, это первое, и войти в НАТО. Это про западный такой курс никто не снимал. Другое дело, что это такая взвешенная политика, которая ведется по отношению к России после специальной военной операции, это, надо признать, это было очень удачно. Многие это подчеркивают. Но мы не знаем, как дальше будут развиваться события. Понимаете, очень много противоречий между Россией и Грузией, и связанные и с нашей стороны Абхазии и Южной Осетии, учитывая события, которые произошли в 2008 году. Ну, еще учитывая, что закон об оккупированных территориях там тоже, насколько я знаю. Во-первых, закон об оккупированных территориях и нет дипломатических отношений. Такой грузинский парадокс. Знаете, хорошие отношения налажены, экономические связи есть, а вот дипломатических отношений нет.
Это говорит о том, что все-таки вот то, что случилось в 2008 году, я сомневаюсь, что в ближайшие десятилетия Грузия будет признана. Это первое. Мы должны с этим вот примириться и вести свою такую политику, учитывая этот фактор. Понимаете, многие вот в мире вот в таких вот сложных отношениях находятся в политическом отношении, даже споры территориально возникают, даже связанные со статусом, много примеров привести, но в то же время удивительно, хорошие экономические отношения. Видимо, такой курс избрало политическое руководство Грузии, потому что это в ее интересах, учитывая то, что вообще происходит на Южном Кавказе, вот, связанное с событиями вообще в Нагорном Карабахе, отношения, которые налаживаются, вот, хорошие отношения, который идет к примирению между Арменией и Азербайджаном, различные инфраструктурные проекты, которые намечаются, да, там уже включились большие игроки, там США, Иран, Турция, Россия. Это говорит о том, что Южный Кавказ очень будет горячим в ближайшие десятилетия. Да, но при этом все-таки главным вот в этих потеплениях базисом почти всегда является экономика, да, и отсюда тоже, например, стремление дружить с Китаем, да, вот тоже такое новое направление, скажем так, новое развивают в Грузии. Все-таки экономика, по сути, как будто бы превалирует над политикой, так ведь получается? Вы знаете, вот когда это вот такое, знаете, вот такое марксистское такое отношение, всегда вот нас учили, когда я был студентом, что вот базис экономики и так далее, экономический фактор очень важен, учитывая все, что происходит в мире. Но, понимаете, иногда для решения таких кардинальных экономических проблем необходимо действие политическое, а тут уже возникают конфликты. Но то, что происходит особенно между Арменией и Азербайджаном, этому никто не верил, например, 3-4 года назад. Это говорит о том, что Южный Кавказ, там действительно могут произойти какие-то серьезные такие, знаете, столкновения между большими игроками. Учитывая, что все-таки, я уверен, Россия жестко будет настаивать, чтобы с учетом ее национальных интересов вопросы решались, ставились, это первое. Американцы включились активно, демонстрацию Дональда Трампа все видели. Иран подчеркивает жестко, заявляет, что если не будут учитывать ее интересы, никакого коридора, например, между вот, Турцией и Азербайджаном через так называемый коридор Зангезурской, этого не будет. Понимаете, очень много противоречий, которые необходимо решить, разные игроки, разные вот такие столкновения интересов. Но это говорит о том, что Южный Кавказ становится таким очень важным регионом для всего вообще юга. И потому вот ближайшие, я думаю, что годы покажут, как вообще будут развиваться события. С одной стороны, это интересно, но снимутся ли все конфликты, которые имеют место? А их очень много на Кавказе до сих пор. Но, с другой стороны, вот как вы сказали, политические вопросы остаются, экономически очень много решают, и вы действительно сказали, что вот то, что произошло с Арменией и Азербайджаном, действительно каких-то 5 лет назад представить, что такое было сложно. Но мы видим, что люди идут дальше, оставляя как-то в стороне политику, и очень много говорится о логистических каких-то моментах тоже на Южном Кавказе. Вот тут где наше место, даже если мы, допустим, отодвинем какие-то другие дела? Вы знаете, Абхазия должна, если мы же говорим об Абхазии, да, должна решать свои очень такие, знаете, национальные интересы, учитывая все-таки, какое место мы занимаем. Понимаете, какое место мы занимаем? Мы должны быть вот в этих вопросах, хотя очень важный регион, потому что мы не будем забывать эту дорогу, эту коммуникацию, такую, которая называется Закавказской. Понимаете, когда-нибудь этот вопрос поднимут. Это очень важно для России, для стран Южного Кавказа. Вы имеете в виду транспортное сообщение? И транспортное, инфраструктурное, это касается наших портов и так далее, и так далее. И мы должны вот готовиться к этому в каком плане? Жестко отстаивать свои интересы через Российскую Федерацию. Что Абхазию вот так не взяли и выбросили. Это очень важно. Пока, понимаете, никто вот так активно, вы знаете, не ставит вопрос, потому что там решается, вот, связанные с инфраструктурой и так далее, свои вопросы, свои, вот, знаете, связи какие-то налаживают между этими странами. Но когда-нибудь вопрос возникнет, в ближайшие, может быть, 5, 6, 7 лет. И мы должны быть очень готовы и готовиться к этому. Это первое. Второе. Знаете, еще очень важно, когда говорят об Абхазии, очень важно вот ближайшие, я думаю, что лет 10-15, настолько интегрироваться, учитывая статус политической суверенитета Российской Федерации, чтобы ни у кого в будущем, во всяком случае в современной истории, никого не возникли вопросы сомнительные такие, что когда-нибудь статус Абхазии будет изменен. Понимаете, это очень важно. Мы находимся в очень таком сложном таком отношении. Мы плохо поработали, давайте не будем скрывать, за последние годы с Российской Федерацией в этом плане. И причина, самая главная, наша внутренняя
политическая нестабильность. Если мы это преодолеем, если власть политическая в этом отношении поработает, я уверен, что Россия предпримет такие шаги по отношению к Абхазии и Южной Осетии, что вопрос и в будущем власти Российской Федерации никогда в таких отношениях, знаете, таких сомнительных по отношению к нашему статусу, который мы получили после окончания войны, потом это было подтверждено признанием со стороны Российской Федерации, не будет предусмотрено. Но в этом отношении это самое главное. Это самое главное. Инфраструктура важна, но мы должны таким образом выступать всегда, что это в наших национальных интересах. Без России, не дай бог, если какие-нибудь изменения по отношению к Российской Федерации, по отношению к Абхазии произойдет, знаете, вопрос политического будущего, национального будущего, вообще культурного будущего Абхазии будет очень-очень таким, знаете, сомнительным, и не дай бог, и в этом отношении все политические силы в Абхазии должны работать, и самое главное, чтобы у нас установилась стабильность. Это требование Российской Федерации. Понятно. Большое спасибо, Беслан Алексеевич, что пришли ответить на наш вопрос. Благодарю вас. Ну а на этом сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.